Приветствую, маглы! Новый Гарри Поттер от HBO еще не вышел, но вокруг сериала уже кипят настоящие страсти, которые только усилились за последнее время, а некоторые фанаты уже успели пережить больше эмоций, чем за весь первый фильм. Мы собрали все самое интересное, что произошло за последнее время. Давайте разбирать официально подтвержденные студией новости в версии крупных изданий и слухи от фанатов и критиков. Джинни Уизли заменят на новую актрису. Это самая неожиданная новость последних недель. Хотя первый сезон еще даже не вышел, студии уже пришлось искать новую исполнительницу роли единственной дочери семейства Уизли. Актриса официально покинула проект после завершения съемок первого сезона из-за непредвиденных обстоятельств. Что это за обстоятельства, остается только гадать. Но HBO поддержала решение и пожелала актрисе удачи. В первом сезоне Джинни появляется буквально в нескольких сценах, поэтому переснимать студия не собирается. А вот во втором сезоне, основанном на тайной комнате, Джинни становится одним из центральных персонажей, поэтому заменить актрису придется как можно быстрее, учитывая, что второму сезону уже дали зеленый свет. На фоне новостей о Джинни многие начали переживать, что изменения могут коснуться и других актеров. Однако HBO подтверждает, что никаких замен среди главных героев не планируется. Работа над первым сезоном официально закончена. Теперь команда занимается монтажом, компьютерной графикой, музыкой и озвучкой. То есть сериал уже перешел на стадию постпродакшена и никаких серьезных пересъемок пока не ожидается. Споры вокруг Северуса Снейпа не утихают. Еще задолго до выхода первого трейлера одним из самых обсуждаемых решений HBO стал выбор актера на роль Северуса Снейпа. После объявления кастинга в сети разгорелись жаркие споры. Часть зрителей поддержала выбор актера, а другая часть посчитала его слишком далеким от книжного образа Снейпа. Папа Эсьеду рассказал, что получил многочисленные оскорбления и даже угрозы. Сам актер заявил, что не собирается отказываться от роли и хочет создать собственную версию Северуса Снейпа, а Джон Роулинг ранее публично дала понять, что не собирается добиваться его увольнения, даже несмотря на разногласия по другим вопросам. Из этого можем сделать вывод, что Снейп остается, и уж сцены с ним-то студия точно не будет переснимать. К слову, в сети распространяется слух, что британский актер Дэниел Калуя претендует на роль Сириуса Блэка. Однако, пока что это фейковый слух, возникший из-за кликбейтных сайтов. Никаких подтверждений от HBO или авторитетных изданий по этому поводу не было. Слухом пока оказался и отказ студии от экранизации худшего воспоминания Снейпа, которое показывает, как Джеймс Поттер и Сириус Блэк публично унижают Северуса. Из-за выбора нового актера фанаты предположили, что теперь эта сцена будет выглядеть совсем иначе, но HBO снова-таки пока этого не подтвердили. Люциус Малфой и Корнелиус Фадж появятся уже в первом сезоне. И нет, вопреки слухам, роль Люциуса исполняет не Том Фелтон, а некий Джонни Флинн. На страницах философского камня нет и слова об этих персонажах, однако здорово, что они появятся в сериале, чтобы зритель начал к ним быстрее привыкать. А вот еще одна интересная новость, которая касается кастинга. Студия уже начала поиск актера на роль юного Тома Реддла. На прослушивание приглашает актера в возрасте примерно 16-19 лет. Пока имя будущего темного лорда в юности держится в секрете.
Вот такие новости и слухи появились вокруг нового сериала о Гарри Поттере. Конечно, некоторые вопросы пока остаются без ответов. Например, кто станет новой Джинни Уизли и кто сыграет молодого Тома Реддла. Но одно можно сказать уже сейчас. Работа над сериалом идет полным ходом, и HBO явно делает ставку на долгосрочную экранизацию всей книжной серии. Напомним, что первый сезон сериала о Гарри Поттере выйдет уже на Рождество этого года. Также хотим сообщить, что работа над Орденом кипит. Однако, так как это самая большая книга, первую часть сравнения мы планируем представить 1 августа. Отвечаем и на второй вопрос, куда делся Узник Азкабана. К сожалению, из-за авторских прав видео придется перемонтировать и перезаливать. Сделаем мы это всего скорее на следующей неделе, ибо нехорошо, что у сравнения не будет своей соответствующей пары в виде обзора. На сегодня это все. Всем добра и до скорых встреч!